Сергей Владиславович, пожалуйста. Коллеги, мы сейчас очень встревожены, я думаю, вы тоже это заметили, постоянным проталкиванием так званых хороших русских. Мы когда проанализировали последние события в Совете Европы, не только в Совете Европы, в Европейском Союзе, постоянные попытки показать, что вот есть хорошие русские, и это не проблема всего российского народа и менталитета российского народа, в то же время пугают еще некоторые факторы. Я вчера даже на группе нашей это говорил, делегации. Сейчас начало проталкиваться через разные средства массовой информации, в том числе и через Голливуд, идея так называемых хороших русских, которые не хотят ядерной войны. Вот я советую всем посмотреть уникальный фильм по своему цинизму, предательству всех ценностей, которые только есть в мире. Это «Сумма всех страхов», где все начинается с прихода аналога Путина к власти в России после смерти старого президента. Такой же есть фильм? Конечно. И после смерти Ельцина, я имею в виду, еще не Путина. Приходит Путин, и ключевое, что он требует от мировой демократии: не мешайте нам разобраться с террористами в Чечне. Ему разрешают разобраться с террористами в Чечне, а потом оказывается, что нацистские организации всего мира хотят поссорить доброго прототипа Путина и доброго президента США. Весь фильм на этом построен. Кто же негативные персонажи этого фильма? Понятно, террористы чеченцы, террористы грузины, нацисты украинцы, где, оказывается, создается ядерная бомба, которая потом взрывается в центре США для того, чтобы началась война между СССР, или теперь уже новой Россией, и Соединенными Штатами. Это сейчас один из топ-боевиков Голливуда. Посмотрите сериал «Дипломат». Хороший фильм, шикарный фильм. Только в чем главная идеология? Прототип Бориса Джонсона, оказывается, создал провокацию для того, чтобы втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном и Россией и Китаем. А хорошие люди в Европе пытаются все же делать для того, чтобы, не дай бог, не было ядерной войны. И ради этого мы идем на все. То есть, на мой взгляд, это целенаправленная политика. Я уверен, что эти сценарии писались под диктовку Кремля, за это платили огромные деньги. И то, что сейчас это делается, на мой взгляд, это самое страшное, что вбивается в головы миллиардов и миллиардов людей о том, что главное, чтобы не было войны. Помните, в Советском Союзе это был ключевой тезис. Чтобы не было войны. Теперь он добавлен, чтобы не было ядерной войны. И ради этого мы пойдем на все. Мы предадим свои демократические ценности, все, и будем ублажать агрессора. Поэтому, на мой взгляд, вот этот страх, который сидит в головах европейцев и который дальше насаживается, должен быть развеян одним ключевым тезисом. Нету хороших русских. К сожалению, это русские избрали садиста, фашиста Путина. Это, к сожалению, белорусы избрали садиста, фашиста Лукашенко. И грузины. Понимаете? И поэтому вот в этом плане мы должны четко развеять эту идеологию. Ну, как раз с грузинами я не совсем согласен, потому что ваша оппозиция достаточно серьезна. Она противостоит тем попыткам втягивания Грузии полностью в альянс российский. И вот мне кажется, что для нас это очень серьезно противодействовать этому совместно. Я говорю, это цинизм, показывают, дайте нам разобраться с Чечней. Вот они зачищают в этом фильме, зачистили тотально Чечню, всех уничтожили, смотрите, теперь же как все хорошо и спокойно. Чуть добавлю, когда вторую войну начали.